Добрый день, меня зовут Роман. Я независимый исследователь, изучаю вопросы информационной войны, борьбы и методы пропаганды. И сегодня мы с вами поговорим о том, как Александр Дмитриевич Сахаров вел свою информационную войну с Советским Союзом. В этой истории есть много интересных моментов, ну и плюс сегодняшнее выступление приурочено к столетнему юбилею Андрея Дмитриевича. Прежде чем рассказать о том, как он боролся с советской властью, я немножко расскажу кратко его биографию. Он родился 21 мая 1921 года в Москве в семье интеллигенции, учился несколько первых классов дома, так как его родители были достаточно образованы и не хотели его отдавать в школу. После этого поступил уже в школу, где очень много внимания уделял физике, математике. После школы, как раз когда он заканчивал школу, началась война, и есть пока не подтвержденные мной данные о том, что он хотел поступить на военную кафедру. Не знаю, как это было связано с его патриотическим настроем, но такое упоминание об этом есть, пока не могу подтвердить или опровергнуть его. Но так или иначе он поступил в институт, отучился на физика, после обучения во время еще войны успел поработать на оборонном заводе, где во время этой работы он в Москву отправлял свои статьи научные, после чего его заметили и определили в группу по разработке водородной бомбы. Собственно говоря, именно с именем Андрея Сахарова и связана история водородной бомбы. Он был одним из создателей и одним из главных конструкторов и изобретателей данного вида оружия, и еще при жизни стал действительным членом Академии наук. Сделал он, точнее, его назначили в академике в 32 года, это был самый молодой академик на тот момент. При этом он переступил одну ступень, он не был членом-корреспондентом. Ну, это, понятно, было сделано из-за того, что он внес весомый вклад в создание такого оружия. И таким образом мы подходим к 1953 году, когда он лауреат Сталинской и Ленинской премии, трижды герой труда, академик в самом расцвете сил. И с этого момента мы как раз можем говорить о том, что в его жизни, в его взглядах на мир начинают происходить определенные изменения. Есть одна цитата его коллеги, который говорит о том, что он до определенного момента жил в таком замкнутом пространстве, в принципе, не видел окружающий мир. И поэтому это связано с его видом деятельности, потому что он, разумеется, разрабатывая водородную бомбу, находился в закрытых городах, в закрытых цехах и очень мало имел возможности общаться с обычными людьми. И после того, как он стал уже академиком, более-менее известным, он, конечно, продолжал работать на секретных производствах, в секретных лабораториях, но он стал все больше и больше общаться с людьми, и примерно в этот момент, давайте не будем отрицать того, что Андрей Дмитриевич был достаточно умным человеком и понимал последствия, например, тех же самых взрывов бомб, понимал, что такое радиация. Немножко отвлекусь в сторону. Кроме создания водородной бомбы, он также участвовал в разработках по использованию мирного атома, в том числе именно он со своим коллегом Таммом, тоже академиком, разработал концепцию токамака. Это из сферы приручения термоядерного синтеза. Идея в том, чтобы содержать плазму, которая нагревается до температуры нескольких тысяч или даже десятков тысяч градусов с помощью магнитного поля. Именно данная конструкция, данная идея сейчас является одной из самых актуальных, и именно в рамках нее во Франции ведутся разработки именно термоядерного реактора. Пока еще нет экспериментального образца, но, скорее всего, идея с удержанием этой плазмы магнитным полем электрическим, она, скорее всего, сработает. Возможно, в ближайшие годы, возможно, нет. Это уже мы узнаем. Именно эту идею как раз предлагал Андрей Сахаров. То есть он был
Не узким специалистом, а в целом разбирался в вопросах ядерной энергетики, ядерных взрывов и вообще использования данной энергии в разных целях. Еще немножко отвлекусь. Когда он еще не был таким ярким противником советской власти, именно его перу принадлежала идея сделать определенный закладку нескольких ядерных бомб на дно Атлантического океана, при срабатывании которых образовалась бы волна цунами, которая бы там смыла почти все восточное побережье США. Ну, понятное дело, почему он это предлагал, когда он еще был в составе группы, которая готовилась так или иначе к войне с Соединенными Штатами Америки. Но постепенно его взгляды начинают меняться, и он начинает задумываться о последствиях. Он понимает, он видит результаты применения бомбы как в Японии, которую взорвали в 1945 году американцы, так и видит результаты испытаний как в США, так и в России, как атомная энергия, радиация влияет на людей. И учитывая, что в тот момент вопрос о том, будет или не будет война ядерная, не стоял, а вопрос стоял, когда она начнется. Соответственно, в этой атмосфере создатель подобного смертоносного оружия начинает задумываться о том, что вообще он сделал и как это повлияет на мир. И постепенно его мысли переходят в разряд, что это все, конечно, хорошо, но давайте мы не будем не испытывать, не тем более использовать в войне. И он в том числе является одним из участников самого первого соглашения между США и СССР о неприменении, точнее, о неиспытании ядерных бомб в 3 средах. Это в воде, на земле и в воздухе. Он внес весомый вклад в финальный документ. И, собственно говоря, с этого, возможно, можно начинать отсчет его такой общественной деятельности. Но это все пока еще в рамках курса СССР. В какой-то момент он начинает задумываться о том, что происходит вокруг, и, будучи воспитанником и продуктом своей эпохи, как я уже говорил, он родился в 21 году, это то поколение, которое полностью воспитано на новых идеалах. Это идеалы, которые уже отринули все прошлое, то есть он не был религиозным человеком, его мировоззрение полностью основывалось на идеях, которые тогда в Советском Союзе продвигались, то есть это мир во всем мире, все люди равны, все люди братья и так далее. И постепенно он начинает понимать, что реальность вокруг не совсем соответствует тем идеалам, которые были в его голову в детстве вложены. И чем больше он смотрит на мир и на общество вокруг, тем больше понимает это различие. И постепенно начинает писать какие-то статьи об этом. При этом сразу стоит оговориться, что я сегодня не буду давать оценку деятельности Андрея Сахарова, то есть мы сегодня будем рассматривать только вопросы его информационной войны. То есть что он писал, что он делал, как на это реагировали официальные СМИ в Советском Союзе, как на это реагировали СМИ на Западе, и какие инструменты и те, и другие использовали, чтобы либо продвинуть, либо наоборот попробовать деятельность этого человека либо запретить, либо как минимум снизить его воздействие на людей. Поэтому сегодня я хочу начать с брошюры под названием «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе». Это первая статья, брошюра, первое произведение Андрея Сахарова, которое было опубликовано на Западе. Разумеется, оно не было опубликовано в Советском Союзе по разным причинам, хотя на самом деле, если почитать сейчас эту брошюру, то остается вопрос, почему его не опубликовали именно в Советском Союзе, хотя в этой брошюре не так много антисоветского, как сейчас принято думать о
том, что делал Андрей Дмитриевич. В этой брошюре больше антикапиталистических идей. Он, на чем свет стоит, клеймит США за войну во Вьетнаме. Он рассказывает о том, что капитализм является причиной увеличивающегося голода. Он говорит о том, что есть огромное количество экологических проблем в мире, которые нужно решать сообща. Конечно, он придумывает, что США и Советскому Союзу нужно объединиться для решения этих проблем, чего физически в то время быть не могло, да и в принципе не могло быть. И вот, возможно, именно из-за этого эту брошюру и начали воспринимать как антисоветскую, когда он пытался примирить две эти системы, что было недопустимо. Советская пресса ответила на это полным молчанием, что уже мы говорим, начинаем переходить к инструментам. Полное молчание, абсолютная не публикация его статей, мыслей, полный запрет на произнесение его имени в каких-то негативных или в позитивных коннотациях. Поэтому до 1973 года советские люди знали о Сахарове не так много, могли подчеркнуть знания о нем только в какой-то специализированной литературе, связанной с ядерной энергетикой, с ядерными бомбами, какие-то небольшие его выступления и письма, адресованные своим коллегам. Там были публикации его писем, когда он поздравлял с днем рождения своих старших коллег. Соответственно, это не было политическим заявлением, это было обычным заявлением. Но вопросов о том, какую политическую деятельность или общественную ведет Андрей Дмитриевич, никто не знал. Он был просто одним из академиков, довольно не сильно знаком. О нем не очень много знали люди, прямо скажем. И вот в 1973 году впервые в советской прессе появились статьи, и это была целая кампания, одна из 3 самых активных кампаний, очерняющих имя данного человека. Это был как раз ответ на публикацию брошюры и ответ на рецензию на эту брошюру, которая была опубликована в некоторых американских изданиях. Понятное дело, что в Советском Союзе в этот момент начинали уже открыто шельмовать Сахарова, говорить о том, что он, конечно, человек хороший, но начал вести себя неподобающим образом, теряет образ советского человека и вот это все прочее. При этом его в тот момент еще не отстраняют от работы, его его отстранили от секретной работы, но он продолжает работать в институте, преподавая в основном, и разрабатывая какие-то свои, прорабатывая свои идеи. В тот момент он большую часть времени уже начинает тратить на общественную деятельность, поэтому мы об этом поговорим немножко позже. Но его в тот момент не лишают его наград, его не лишают его зарплаты, которая в тот момент была достаточно крупная для рядового советского человека. Андрей Сахаров не был бедным человеком. И он продолжает свою деятельность. И я бы хотел еще немножко остановиться на том, как на его брошюру отреагировал Запад. Немножко в контекст хочу ввести. В то время это холодная война, противостояние двух систем, капиталистической во главе с Соединенными Штатами Америки и коммунистической, социалистической во главе с Советским Союзом. Между ними шла война, в первую очередь информационная, направлена на своих граждан. Каждое государство рассказывало о том, какие мы хорошие, какие они плохие. И каждый человек, перебежчик ли, диссидент ли, который говорил, находясь внутри своей страны, об этой стране плохо, он, естественно, брался на учет противоположной стороной и максимально продвигался информационно. Поэтому любые статьи, в том числе вот эта брошюра, с чего все началось, на Западе активно печатались, но хочу отметить момент, что на Западе не было единого мнения по поводу Андрея Сахарова, потому что там, понятно, была магистральная линия, что он хороший человек, раз он против Советского Союза, но также я хотел бы сейчас зачитать длинную цитату одного
журналиста, который не был в мейнстриме тогда. Это обозреватель New York Times, который написал книгу-обзор на эту брошюру, и вот там есть такая цитата. «Я читал это сочинение, в мое время опубликованное в западной прессе. Мне оно показалось наивным конгломератом выборочных мест из Евангелия, общественного договора Руссо, советской и американской конституций и собственных благих намерений, напоминающих мечту жреца Калхаса из оперетты «Прекрасная Елена», благостно повторяющего, что было бы хорошо, если бы люди были как цветы. Не новыми показались мне и пути, которые Сахаров предлагает к достижению мира на земле, и в частности главный путь – создание мирового правительства, которому, дескать, все будут подчиняться. Советские рабочие колхозники и техасские нефтяные короли, генералы Пентагона и героические патриоты Южного Вьетнама, американские черные пантеры и расисты из общества Джона Берча, современные неоколонизаторы и участники национально-освободительного движения в Родезии и Анголе. Это уже давно используемая на Западе в антисоветских целях сахаровская утопия отвращает меня не своей благостью, а демонстративным кокетством, позой человека, величественно стоящего над схваткой, помахивающего будто веером, оливковой веткой и благосклонно принимающего комплименты от того самого военно-промышленного комплекса, который снисходительно относится к безвредным для него политическим юродствам, но безжалостно зажимает рот струями из бронзбойтов, отравляет газами, а то и просто уничтожает каждого, кто реально угрожает его власти. Это цитата американского журналиста, который прочитал статью, брошюру Сахарова и высказал свое мнение. Что мы отсюда видим? Во-первых, мы, как я уже сказал, не видим единого фронта СМИ на той стороне. Также мы видим, что даже этот человек не является сторонником советской идеи, но ему не нравится то, как его коллеги в США используют, как ему кажется, не особо интересные идеи, просто ради того, чтобы как-то очернить своего оппонента. Ну и в целом, прочитав достаточно много статей и идей Сахарова, можно действительно сказать, что это довольно наивные в смысле общественного устройства идеи. Человек, он был не глупым, он был профессионалом в своем деле, но в вопросах государственного строительства и в вопросах взаимодействия между людей его идеи не всегда отличаются профессионализмом. По простой причине, что он никогда на это много внимания не уделял, будучи в первую очередь ученым. И вот на эту, в том числе на эту статью в Советском Союзе был ответ, который рассказал массам жителей СССР о том, что Сахаров не такой уж хороший, как мы могли подумать. Какие были инструменты у Сахарова? В Советском Союзе была монополия на СМИ у государства, поэтому все, что противоречило основной линии партии, не могло печататься. Но у диссидентов был свой инструмент – это так называемый самиздат. Самиздат – это явление, когда люди, которые хотели распространять свои идеи, самостоятельно на пишущих машинках дома копировали, распространяли какие-то материалы, статьи, идеи, перепечатывали запрещенные к официальной публикации материалы. Этим в основном занимались диссиденты, кружки диссидентов как в Москве, Питере, так и в провинциальных городах. И будучи подпольной сетевой организацией, разумеется, у них никогда не было выхода на большие массы людей. И даже если предположить, что их схема работала идеально, и все материалы, которые были отправлены в самиздат, доходили до адресатов, то это всегда были сотни, тысячи, в редких случаях в самом конце этой деятельности десятки тысяч, возможно, человек. Конечно, это не сравнится по объему печатной продукции, которая была изготавливаемая официальными СМИ. Поэтому, разумеется,
эффект от шельмования Сахарова в СМИ не прошел даром. И отчасти это подтверждают современные исследователи. Вот, например, я нашел цитату Николая Сванидзе, журналиста, который сказал буквально, это не точная цитата, но в целом он говорил так, что одна из причин, почему современные российские власти не поддерживают идеи Сахарова, это как раз советская пропаганда. Наша власть – это группа под названием «Выходцы из Комитета государственной безопасности». Требовать от них любви к Сахарову сложно. Они были воспитаны в 70-е годы на ненависти к Сахарову, на том, что он предатель или слабак и бесхарактерный человек. Именно об этом, именно о той волне откровенно лживых и грязных публикаций в советской прессе и говорит Сванидзе. При этом стоит отметить, что какой бы ни была та политика информационная, она в итоге привела к нужным для тогдашнего правительства результатам. То есть она взрастила в целом поколению людей какую определенную ненависть к данному человеку. В целом ей такую задачу и ставили. Поэтому с помощью вот этой цитаты Сванидзе можно подтвердить, хоть и косвенно, эффективность советской пропаганды. То есть мы уже увидели как минимум 3 инструмента. 2 инструмента от официальной власти. Это либо полное замалчивание, что является достаточно серьезным и мощным инструментом, до откровенного шельмования, когда по всем газетам, по всем журналам пишутся статьи, которые так или иначе говорят о том, что Сахаров плохой, потому что молчать уже невозможно. Также есть интересный инструмент, которым пользовался Комитет государственной безопасности, КГБ, это прообраз современного ФСБ. Когда еще не было соцсетей, они использовали следующий метод, когда, например, публиковалась какая-то статья в газете, была разнарядка в регионы, что из региона должно Андрею Сахарову прийти определенное количество писем либо от настоящих обычных людей, либо якобы от обычных людей, с их мнением о том, что вот они прочитали статью в газете, и они не согласны с Андреем Сахаровым. И Андрей Дмитриевич получал десятки и сотни таких писем, в зависимости от времени, когда это происходило. То есть, когда информационная атака шла, он получал таких писем много, когда информационная атака сходила на нет, таких писем было меньше. Сложно сказать, насколько это влияло на его мнение, скорее всего, вообще никак. Но так или иначе нам стоит зафиксировать, что этот метод использовался, и этот метод использовался еще до того, как появились соцсети. Сейчас этим методом тоже пользуются, но уже на новый лад. Вы можете это встретить, например, в таком виде, что если какая-то группа в социальной сети, например, ВКонтакте или там в Фейсбуке, публикует какую-то статью, то в комментарии приходят люди с фейковыми аккаунтами и пишут какие-то вещи, либо очерняют, либо задают провокационные вопросы, либо разжигают какую-то ненависть друг к другу среди комментаторов. Собственно говоря, вот это тот же самый абсолютный метод, который раньше без наличия интернета происходил офлайн, когда люди сами писали ручками письма, а сейчас это все перешло в интернет. Так, и еще один тоже интересный, одно интересное явление, которое связано с диссидентским движением вообще, не только к Сахарову это имеет отношение, хоть и Сахаров тоже пользовался данным инструментом. Часто как самого Андрея Дмитриевича, так и его коллег по общественной организации, так и других людей, которые были противниками тогдашней власти, их вызывали на разговоры в Комитет государственной безопасности. Разумеется, эти допросы и беседы не стенографировались, а если и стенографировались, то эти документы вряд ли пока еще рассекречены, а если и будут рассекречены, то через определенное количество времени.
Зная это, как Андрей Дмитриевич, так и другие его другие диссиденты, они всегда приходили домой и по памяти воспроизводили полный диалог с тем представителем КГБ, с которым у них была беседа. И отправляли этот текст в сам издат, чтобы все знали о том, о чем они только что говорили. Разумеется, что у данных текстов, у данного вида произведений очень низкая объективность. И, во-первых, очень сложно проверить, о том ли говорили на реальной беседе, потому что стенограммы нет, а мы можем видеть только письма самого человека. Во-вторых, это всегда воспроизводилось по памяти, что тоже влечет за собой некоторые искажения. И в-третьих, давайте представим, что если человек, например, пошел на сделку с КГБ, он явно об этом не напишет в статье, которую будут читать такие же диссиденты, которые противники советской власти. Поэтому говорить о стопроцентной подлинности таких статей мы не можем, но как инструмент это тоже довольно интересно. И в целом не один Андрей Дмитриевич этим пользовался. Вот, например, есть, я нашел пример из деятельности Павла Литвинова, который в 1967 году собирал сборник статей диссидентов. Об этом узнали в КГБ, вызвали его на беседу. Вечером он по памяти воспроизвел эту беседу, тоже отправил сам издат. Павел Литвинов в итоге сборник опубликовал, его потом арестовали и, по-моему, посадили. Там, на самом деле, почти всех так или иначе сажали на разные срока. Так или иначе, вот у нас есть минимум 2 примера. И если изучать деятельность каждого отдельного диссидента, я думаю, что у каждого будет такой случай. Вот. Теперь давайте поговорим о том, что еще делал Андрей Сахаров и как пытался популяризировать свою деятельность. В какой-то момент он был одним из соучредителей общественной организации по защите прав советских граждан, которые всеми силами пытались противостоять арестам, уголовному преследованию и осуждениям людей в Советском Союзе. В основном, разумеется, это были диссиденты, которые были уличены в антисоветской деятельности, их арестовывали, над ними производили суд. И эта группа, у них были адвокаты, которые выступали в защиту данных людей, они собирали информацию, чтобы через, опять же, сам издат распространить, как им казалось, правдивую. Я сейчас не буду говорить о том, кто был больше прав, Андрей Сахаров или эта организация или советские обвинения, но так или иначе, у одних была одна информация, у других была другая. И с помощью сам издата эта организация, она продвигала свои идеи. Одним из способов, как повлиять и как заявить о себе, пытаться как-то повлиять на дело, Андрей Сахаров использовал личное присутствие на судебных заседаниях. Когда это было в Москве, это было проще. Часто он ездил по стране, в Киев, в какие-то другие города, в Ленинград. Но не всегда ему удавалось присутствовать, потому что когда узнавали о том, что он приезжает в город, либо заседания переносились, зная, что у него уже куплены обратные билеты, а жить он не мог там несколько дней подряд или там неделями. Либо в тот момент, когда они не могли перенести заседание, они просто набивали зал людьми и физически не пускали Андрея Дмитриевича на заседание. Даже был один эксцесс, когда произошла небольшая стычка, и Сахаров даже ударил представителя милиции, после чего письменно принес извинения, объяснил свой поступок, ему за это, разумеется, ничего не было, но так или иначе доходило и до рукоприкладства. Хотя все отмечают, что Андрей Сахаров был
настоящим интеллигентом. Даже я находил цитату о том, что и его руки прям были такие, которые не видели никакого труда за всю свою жизнь вообще. Ну, то есть, это понятное дело, что утрирование, но так или иначе он был из тех людей, которые никогда не работали именно руками. Он там не умел прибивать гвозди и все прочее. Но так или иначе это ему не помешало в нужный момент заступиться там, за себя или за какого-то своего коллегу. Таким образом, он участвовал офлайн, как бы сейчас принято было сказать, то есть лично участвовал в таких акциях, в том числе он участвовал в некоторых демонстрациях, либо на митингах немногочисленных и очень редко организовываемых, либо на каких-то акциях протеста. Ну, на самом деле он не был активным именно участником этих мероприятий. Иногда он в них участвовал, и об этом тоже постоянно писали, и в том числе сейчас об этом тоже говорят иногда в СМИ, когда упоминают о Сахарове. Но это не была его главная деятельность, не была его главная задача. И еще один способ, как можно было свои идеи хоть как-то огласить публично, это публиковать свои статьи, свои заметки на Западе. У диссидентов был налажен контакт с западными журналистами, которые вполне свободно, относительно, конечно, свободно жили в Москве, встречались с людьми, писали статьи. И тоже Андрей Сахаров часто до его ссылки в Нижний Новгород встречался с такими журналистами, давал интервью, эти интервью публиковались, на эти интервью периодически приходили ответы в советской прессе. Так или иначе, у него была возможность либо передавать свои статьи, чем он активно пользовался, либо он публиковал просто свои идеи там. Поэтому на Западе в то время о личности Сахарова было известно большему числу людей, и отношение к нему было в целом более положительно, потому что все любят идеалистов, все любят людей, которые пропагандируют за мир во всем мире, которые высвечивают своей деятельностью какие-то проблемы, что там, что здесь. Но я думаю, что если бы он более активно говорил о проблемах США, его статьи вряд ли бы там печатались, но обычно печатаются только те, которые направлены против жизни в Советском Союзе. И мы плавно переходим к 1979 году. В 1979 году Советский Союз ввел войска в Афганистан, начав десятилетнее присутствие в этой стране военное. И как только туда начали вводить войска, Андрей Сахаров открыто выразил свое негодование. Хочу сразу заметить, что эта его позиция, она очень последовательна. Он как был противником ввода советских войск в Афганистан в 1979 году, так и при вводе войск и при вообще войне во Вьетнаме он был противником самой войны во Вьетнаме. Он был вообще противником любой войны. Он, когда узнавал о том, что где-то происходят какие-то военные действия, перевороты, он всегда очень резко об этом отзывался. Поэтому его позиция относительно афганской войны, ее не стоит называть антисоветской, ее скорее стоит называть такой последовательной позицией именно Сахарова, такого человека, который был пацифистом, то есть она больше пацифическая, чем антисоветская. Но так или иначе, в 1979 году он был сослан в Нижний Новгород. Официальных данных, какое из событий его жизни за этим стало причиной, нет. Он говорил о том, что это, разумеется, из-за того, что он был противником ввода войск в Афганистан. Я думаю, что это отчасти связано с этим, отчасти связано с Олимпиадой в 80-м году. И тем самым Советский Союз просто подстраховывался на случай его каких-то активных публичных действий. И в то время, на самом деле, очень много людей были либо сосланы, либо посажены, либо с ними проводили определенные беседы, чтобы они как минимум не общались уж так активно с иностранными журналистами, которых, естественно, будет очень много в Москве на период Олимпиады. Но так или иначе, у нас есть факт, что он был сослан в Нижний Новгород,
тот момент это город Горький, закрытый город для иностранцев. Как пишут в современных статьях, у него не было телефона, это действительно так. И очень всегда упоминают, что напротив его квартиры чуть ли не построили пункт милиции, который там следил буквально за каждым его шагом, что на самом деле не мешало Андрею Дмитриевичу постоянно из ссылки публиковаться на Западе, даже давать интервью, хоть и опосредованно через письма, но так или иначе его количество публикаций на Западе после его ссылки не изменилось, а возможно даже в какие-то моменты увеличилось. За время ссылки он 3 раза объявлял голодовку по разным причинам. Одна из причин была, что... 2 причины это было связано с семейными делами, одна по причине политического явления. На 2 я хочу остановиться подробнее. Первый раз он голодал, потому что дочери его второй жены запретили выезд в США. А второй раз он голодал, потому что его жене уже второй, Елене Боннер, не давали выезд на операцию, кажется. Так или иначе, он 2 из 3 голодовок он устраивал, потому что его там знакомым, родным не давали выехать за границу. В период ссылки в 70... Из головы вылетела дата, но в период ссылки его наградили Нобелевской премией мира. Это, кстати, тоже один из таких поводов сейчас, когда говорят о Сахарове, именно эту премию мира постоянно упоминают как такой момент, что вот советская власть не давала Андрею Сахарову выехать даже со своей наградой. Действительно, Советский Союз отказал. Андрей Сахаров написал прошение о том, чтобы его выпустили в Стокгольм или в какой-то другой город, я не помню. В Стокгольм, скорее всего, Нобелевской премии там вручают, чтобы получить, просто получить свою награду. Ему отказали, причем я читал мотивировку, было, в принципе, все логично. Он обладал государственными тайнами, работал на секретных заводах, и даже по сегодняшнему законодательству такие люди очень ограниченно допускаются за рубеж. Поэтому его не пустили, но отпустили его жену, Елену Боннер. Она получила награду, и эту Нобелевскую премию она привезла своему мужу, так или иначе. Разумеется, об этом говорили на Западе, что вот это одна из 3 Нобелевских премий нашим диссидентам, Пастернак, 2, Пастернак и Сахаров, диссиденты, получили Нобелевскую премию, а 3 была писатель, но он не был диссидентом. Я сейчас забыл, как его зовут. Ладно, я о нем сегодня разговариваю. Так или иначе, сейчас очень часто в современных статьях о Сахарове об этом обязательно пишут, о том, что не дали получить Нобелевскую премию. В ссылке Андрей Дмитриевич застал перестройку. И когда к власти пришел Горбачев, он сначала распорядился, чтобы провели в квартиру Сахарова телефон. Причем это очень мило, что в этих документах там прям прописано, сколько он должен заплатить, а сколько они за это заплатили, там несколько рублей за установку, там какая-то определенная абонентская плата, и это все документально подтверждено. И одним из первых позвонил Сахарову именно Горбачев с просьбой, предложением, просто с объявлением, что его из ссылки возвращают, он может спокойно прилететь в Москву и жить свободно, обычной жизнью. То есть с него снимают это обвинение. Это же не было обвинение. Сахаров не был осужден. Он просто был увезен в ссылку фактически насильно, поэтому просто вернули. И с тех пор он за период, когда он вернулся из ссылки до его кончины, это за несколько лет, он успел несколько раз выехать за рубеж,
первый раз в своей жизни. Вот в этот момент уже не сработала история о государственной тайне, его отпустили, он встречался с королевой Великобритании, с президентом США и Франции. Правда, об этом очень мало информации, потому что он не делал каких-то грандиозных публичных заявлений, как, например, сделал Буковский, когда только-только уехал за рубеж. Одна из первых пресс-конференций, ему задают вопрос, сколько в России заключенных, он говорит 200 миллионов, которые до сих пор являются одним из таких, ну, можно сказать, мемов, таких как бы знаменитых фраз. Ничего подобного Сахаров не говорил. И если и говорил что-то такое, ну, точнее, он что-то говорил точно, но из того, что он говорил, ни одна из фраз не стала такой крылатой. Поэтому об этом очень мало данных. Ну и, в принципе, я думаю, что это связано как раз с тем, что он был диссидентом не потому, что он там был ярым противником советской власти, а потому, что он просто видел несоответствие. И я вот убежден, что если бы Советский Союз соблюдал сам те идеи, которые он транслировал, то Сахаров никогда бы не стал диссидентом. Он всегда был бы приверженцем той власти, той страны, в которой он живет. Но случилось так, как случилось. И в 1989 году, точнее в конце, получается, 80-х годов, он начинает свою именно политическую деятельность. Он становится, он ее начал, но из-за того, что он умер в 1989 году, он ее не смог продолжить. Потому что одно из самых знаменитых выступлений Андрея Дмитриевича – это как раз выступление на съезде депутатов в 1989 году, на Всесоюзном съезде депутатов, где он предложил идею новой конституции и вносил свои идеи в постановление, в резолюцию данного собрания. Его выступление ознаменовано тем, что ему дали 5 минут регламент, проговорил он 15 минут, ему несколько раз Горбачев выключал микрофон, зал кричал, не поддерживал, но Андрей Дмитриевич стойко сохранял самообладание и даже при выключенном микрофоне говорил, пытаясь донести до окружающих свои идеи. Стоит ли говорить, что его предложения не были приняты, его проект Конституции так и остался проектом, хотя если вы почитаете этот проект Конституции, то на самом деле там у вас возникнут много вопросов. Он предлагал разделить Советский Союз на несколько отдельных государств, причем, если вчитываться в детали, то он понятия не имел о национальных границах, и там, если предположить альтернативную историю, что его проект Конституции бы приняли, то количество боевых действий, которое повлекло бы за собой кровопролитие, превысило бы многократно то количество боевых действий, которое последовало просто после обычного разделения Советского Союза на 16-15 республик. Поэтому, возможно, и хорошо, что его эти идеи не были приняты. К тому времени Сахаров в масс-медиа, ну, условно, в медийном пространстве того времени уже был достаточно популярен, и на некоторых митингах тех времен, которые уже были разрешены, мы можем постоянно встретить плакаты, где поддерживают Сахарова, где поддерживают Конституцию, которую он предлагал, где поддерживают его идеи. Потому что, как я уже сказал, все любят идеалистов, люди в позднем Советском Союзе тем более любили идеалистов, тем более, которые говорили о том, что о свободе и вот об этих вещах, не совсем понимая, как на самом деле устроены эти механизмы. И в конце 1989 года, 14 декабря, Андрей Сахаров умер от сердечного приступа, тем самым не дожив до разделения Советского Союза, до отмены КПСС, до принятия новой Конституции и до
тех перемен, к которым он так стремился. Есть теория заговора о том, что его убили, естественно, куда без этого. Любой подобный человек, умирая, точнее, любая смерть подобного человека обрастает теориями о том, что его, разумеется, убили, отравили, что-то еще сделали, но подтверждения этому нет, поэтому даже не было уголовного дела, которое бы расследовало именно убийство. Собственно говоря, на этом заканчивается прижизненная деятельность Андрея Сахарова, и хотел бы немножко рассказать о том, что произошло уже после смерти. Именем Сахарова названы улицы, проспекты, учреждения, есть памятники. Только в одной современной России около 60 улиц по всей стране названы его именем. Есть проспект Сахарова в Москве, где постоянно проходят митинги современной оппозиции, что символично, как им кажется. В России есть центр Сахарова, в США есть тоже этноним, улицы, перекрестки, несколько штук в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Есть тоже центр Сахарова, который занимается общественной деятельностью. По всему миру несколько памятников ему установлено. То есть в целом в мире он, не скажу, что очень популярен, но он оставил след, и этот след до сих пор есть. В современной информационной повестке имя Сахарова встречается не очень часто. Он не такой популярный диссидент, как, например, Солженицын, имя которого мы слышим значительно чаще. Они, кстати, встречались, будучи еще оба живущих в Советском Союзе. У них была одна подтвержденная встреча, но ни на одного, ни на другого она не оказала сильного влияния, и по большому счету у них не было взаимодействия постоянного, то есть они просто знали о существовании друг друга, не больше. В этом году в нашей стране проходили мероприятия, посвященные столетию Андрея Дмитриевича, поддержанные официальной властью. На это были выделены средства, сняли фильм, провели несколько мероприятий, в некоторых школах проводили уроки, так или иначе. И, собственно говоря, сегодняшнее выступление тоже приурочено к празднованию столетия данного человека. Сейчас практически его имя не используется в современной повестке либеральной оппозиции, потому что, не знаю почему на самом деле, догадываюсь, что, во-первых, он не был таким ярым активистом, он не был посажен, то есть очень сложно за что зацепиться за него. То есть мало кто читал его статьи, а если бы почитали, то, скорее всего, даже немножко изменили его отношение к его деятельности, поэтому все в основном пользуются определенными стереотипами. То есть что обычно используется? Это премия мира, которая была вручена ему, и что его не отпустили. Хотя тоже, опять же, не указывают, почему. Мотивировка отказа, опять же, нигде не публикуется. Это упоминание о ссылке, как о вопиющей несправедливости для Андрея Дмитриевича, хотя по сравнению с другими диссидентами это фактически просто никакое наказание. Это, конечно, только из-за того, что он был достаточно серьезным человеком в СССР, то есть создатель водородной бомбы. Хоть у него, кстати, в 1979 году, когда его отправили в ссылку, у него отменили его награды все, то есть он перестал быть героем соцтруда, у него отобрали ордена, премию Ленина и Сталина. Собственно говоря, об этом сейчас тоже часто пишут. Очень часто пишут о том, как он был против ввода войск в Афганистан, как он был, в принципе, против многих вещей в Советском Союзе, но забывают о том, что он параллельно был также против любой вообще войны, также резко высказывался о войне во Вьетнаме и прочих. То есть, современная информационная политика против него тоже использует метод умалчивания и полуправды. Стоит это признать. И забывают
очень часто о том, что он все-таки оставался ученым. Он преподавал, он оставался физиком, он писал научные труды, хотя с жизнью постепенно все меньше и меньше, но так или иначе. И хочу закончить интересным моментом. Когда только начали разрабатывать ядерные атомные электростанции, то по всему миру, в частности во Франции, в США, были антиядерные выступления. И на эту тему Андрей Дмитриевич тоже написал статью, где говорит о том, что миру нужна пропаганда науки, миру нужна популяризация науки, и людей нужно просвещать, потому что они, протестуя против атома, не понимают о том, что это очень безопасный, очень эффективный, очень современный вид энергии, который позволит решить очень много проблем. И, кстати, именно в этой статье он тоже поднимает вопрос о том, что обычные теплоэлектростанции на самом деле влияют на экологию как минимум не меньше, а то и больше постоянными выбросами в атмосферу. То есть к этому вопросу он подходил как ученый со всех сторон. И это очень интересно. И, кстати, именно в этой статье он пишет о том, что он не имеет данных о том, что эти выступления спонсируются или организуются Советским Союзом. То есть, видимо, в среде диссидентов, в среде вот этих людей ходили слухи о том, что все эти выступления организуются КГБ. Но данных об этом нет. Ну, на самом деле, лично я не удивлюсь, если это подтвердится, но, судя по всему, это не так. Ну, как минимум, стоит признать, что об этом писал Сахаров. Ну и в целом, подводя итоги всей его деятельности. Как мне кажется, человек остался верен своим идеалам до конца, будучи воспитан в Советском Союзе с положительными образами, с идеями за мир во всем мире, он сохранил это идеалистическое мировоззрение до конца. Да, он не был активным борцом против советской власти, он действовал другими методами, но так или иначе его публицистика, его статьи повлияли на других людей, которые, возможно, делали какие-то более активные действия. Ну и в целом отношение к нему в современном мире, в современной России положительное. Очень редко можно встретить о нем какие-то негативные вещи. Ну, они связаны в основном с какими-то специализированными группами, например, каких-то ярых патриотов, которые готовы любого человека тоже облить известной субстанцией, просто потому что он там против чего-то. И последнее. Лично мне очень хотелось бы почитать и послушать, что бы сказал Андрей Дмитриевич, проживя он хотя бы еще лет 5-6, доживи он, например, там, до 92-го, до 96-го года. Лично мне кажется, что он не изменил бы своей направленности, и он бы продолжал говорить о том, что вы делаете все не так, идеи не те, вы устроили войны, лично мне кажется, потому что я почитал много его статей и понимаю, что он это делал не потому, что его заставляли, он это делал от себя, от души, и даже, наверное, хорошо, что он не дожил до тех времен, когда под лозунгами, в том числе его, та страна, в которой он жил, перестала существовать. На этом я хотел бы закончить сегодняшнее выступление. И да, я уже подвел все итоги, поэтому на этом хочу закончить сегодняшнее выступление. Всем спасибо за внимание. До свидания.